нам в гости пришли делегаты от эстонской партийной организации. Прежде чем они выскажут свои соображения, ответят на ваши вопросы, я хочу представить их вам. Вялис Вайна Иосипович, первый секретарь Центрального комитета партии, наш бывший посол в Никарагуа. И нынешний еще. И нынешний еще, пока нового нет. Председатель Совета министров Эстонии Саул Бруно Эдуардович. Секретарь Центрального комитета Компартии Эстонии Тооме Индрик Хербертович. Заведующий кафедрой политэкономии Тартусского государственного университета Бронштейн Михаил Лазаревич. Кажется, это главный крамольник, да? Комментатор главной редакции пропаганды эстонского телевидения Ааре Юхан Иоханнесович. Заместитель председателя Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, наладчик токарных автоматов промышленного объединения «Таллинский электротехнический завод» Маронов Борис Алексеевич. И главный врач Тартусской клинической больницы Карл Лаур Эльмарович. А сейчас Вайна Иосипович скажет несколько вступительных слов. Добрый вечер, уважаемые журналисты, журналистский корпус, агитованные на 19-й партийной конференции, уважаемые дамы и господа, товарищи, так и хочется сказать buenas noches, guten Abend, Вивальда. Как видите, мы готовились для встречи с вами во всеоружии, потому что наша делегация, маленькая делегация, мини-делегация нашей республиканской партийной организации представлены все. Есть и премьер-министр, есть и вице-президент. А наш руководитель идеологии считаем, что это пресс-секретарь. А ваш коллега Йоаннаре, это считаем, что это пресс-атташе. А дальше, если требуется медицина, Лаур Кару, пожалуйста, в вашем распоряжении. Как вы себя чувствуете? Не болит ли у вас сердце? Так, о академике Бронштейне я уже говорить не буду, потому что открою вам один секрет, что он мой ментор, мой профессор, он меня учил в моем альма-матере. Если вы обнаружите какие-нибудь пробелы именно в смысле политэкономии, пожалуйста, обвиняйте его. Ну и, товарищ Моронов, вы уже знаете. Поэтому, пожалуйста, мы в вашем распоряжении. Что сказать только для вступления, может, несколько минут. Потому что я знаю, что журналисты больше всего ценят время. И поэтому, чем больше вы будете спрашивать, тем лучше для вас. И поэтому я хотел бы сказать, что делегация Эстонской республиканской партийной организации прибыла на 19-ю партийную конференцию в очень хорошем настроении. Очень широко посоветовались с народом. Народ очень тепло нас провожал. Мы выработали коллективную платформу, чем мы будем выступать, какие наши идеи, какие наши проблемы, какие у нас нерешенные вопросы. Вы знаете, это как знаменательно. Вы все слышали, что в Эстонии всегда была народная традиция, уже больше 100 лет наши певческие праздники. Когда на певческом поле собирается 100 тысяч, 200 тысяч человек. И вы представляете, что на митинге, который провожали нашу делегацию, часть нашей делегации, собралось там более 100 тысяч человек, которым мы представили нашу платформу. Одним словом,
мы можем сказать, что наша платформа – это платформа нашего народа и, естественно, нашей партийной организации. Настроение у нас хорошее. Как видите, несмотря на очень напряженный, очень динамичный рабочий день, мы в хорошей форме. И, пожалуйста, в вашем распоряжении, ваши вопросы. Пожалуйста. Нации социализма из Чехословакии. У меня два вопроса. Где-то в газете читал, что Эстония хочет становиться или стремится к тому, чтобы была так называемой хозрасчетной республикой. Хотел бы спросить, что это республике и население республики даст, и если есть, допустим, в центре, в Москве, люди, которые сопротивляются или не желают добра этой идее. И второй вопрос, немножко личный, к товарищу первому секретарю. Вы в своей должности недавно. Скажите, пожалуйста, чем вы начали свою работу в этой высокой должности? Спасибо. С какого начинать? С личного или общего? Я думаю таким образом. Вопросы госрасчета и самофинансирования республики, это вопросы не новые. Мы обсуждали эти вопросы уже давно. Это, можно сказать, веление времени. Какие конкретные экономические параметры, какое имя, какое научное обоснование. Я думаю, мои коллеги отвечают. Начинаем с науки, потому что, вы знаете, наука – это основа, тем более фундаментальная наука. Потом пример добавить. А к этому времени, с вашего позволения, я сейчас глубоко думаю, потому что, да, действительно, я только 11 дней должности, я должен подумать, с чего я начинал. Пожалуйста. Да. Вообще о хозрасчетной республике сам термин, он как-то немножко для нас тоже новый, потому что мы говорим не хозрасчетная республика, а республика на хозрасчете, на принципах хозрасчета, самофинансирования. И причем это не только Эстония. Если вы следите сейчас за материалами конференции внимательно, то уже я насчитал 5 делегатов, которые выступали с этой идеей. Одни с республиканским хозрасчетом, Белоруссия, Грузия, даже Коми, Латвия, Литва, да, уже больше. И даже области говорят о региональном хозрасчете. То есть это мы, наверное, первые, подняли этот вопрос, давно не занимались, и вошло это в нашу платформу, этот вопрос, получило всеобщую поддержку. Вначале это как-то отторгалось, и даже у нас внутри, и извне, но сейчас все понимают, что такое. Это не отделение, не самостоятельная экономика. Вообще в современном мире не может быть самостоятельной, замкнутой экономики. Я думаю, всем понятно. Тогда будешь жить очень бедно. В основе лежит тот принцип, который положен сейчас в пакет наших радикальных хозяйственных реформ. Это значит, что прежде всего самостоятельное и хозрасчетное предприятие, объединение. Оно может выбирать любого партнера и в Союзе, и за рубежом. Да. Кстати, об этом очень хорошо говорил директор объединения Кикабидзе, не из нашей республики. Самостоятельно. Кабаидзе. Кикабидзе – это певец. Да. А Кабаидзе. Кабаидзе, да, я извиняюсь, да, вдруг у меня оговорка произошла, да, потому что давно знаем и очень уважаем его. Самостоятельность предприятий прежде всего. Вообще экономика не должна подчиняться союзу, республике, она должна подчиняться прежде всего законам экономики, как вы понимаете. Но в рамках
территории должны быть экономические регуляторы. И вот концепция, как и в Союзе, концепция республиканского хозрасчета требует этих регуляторов. Почему возникла? Вот на конференции очень много говорили о противоречиях, которые между территорией и ведомствами, союзными министерствами, что советская власть не имеет власти, потому что нет экономической базы, что союзное министерство не считается ни с экологической, ни с демографической ситуацией, а в национальной республике не считается и с национальными моментами во многом, что вызывает рост определенных противоречий и напряженности. Вот республиканский хозрасчет есть определенное противодействие этим стремлениям. Оно предполагает, я бы сказал, 3 основных таких момента. Первое. Эквивалентный обмен нашего региона со всеми другими регионами страны. Вот в Европейском объединении тоже обсуждается вопрос цен, вопрос тарифов и прочее. Эти вопросы должны обсуждаться и в Союзе. Второй момент обязательно предполагает определенные регуляторы внутри республики. Мы должны выходить и на союзный рынок. Кстати, это наш естественный рынок, как показывает, наиболее выгодный. И на мировые рынки. На этих рынках будут серьезные конкуренции. Выиграет тот, кто даст лучшее качество и низкие издержки производства, ниже себестоимости. Мы должны поддерживать те предприятия системой внутренних налогов, субсидий, как делают и в ваших странах. И в развитых капиталистических, социалистических, кто эффективно работает. И в-третьих, мы должны охранять наши природные ресурсы от расхищения. В ряде случаев запрет, когда это катастрофические последствия, в ряде случаев высокая плата за загрязнение и так далее, плата за излишнюю миграцию. Вот это все элементы республиканского хозрасчета. Значит, это ни в коем случае не отделение, не какой-то совершенно автономной, замкнутой экономики. Это все ложится в рамках той программы, которая сейчас принимается. Хочу еще подчеркнуть, что республиканский хозрасчет нормализирует взаимоотношения между регионами и Союзом, потому что кончатся споры, кто больше дал, кто больше получил. Правильная оценка труда, и мы обязательно будем участвовать своими ресурсами в решении союзных программ. Республиканский хозрасчет не означает республиканский местный эгоизм. Вот коротко, даже не коротко, я слишком много занял ваше внимание. Я думаю, что мы резервируем примеры для других вопросов, а то слишком много по одному. Потому что сейчас мой вопрос сугубо субъективного порядка. И подождите, я отвечу. С чего я начинал как первый секретарь? Я думал, что, может быть, я найду что-нибудь такое, но вынужден сказать, что с журналистики. Первым делом после пленума интервью. Интервью эстонскому радио, интервью эстонскому телевидению и интервью уважаемому корреспонденту финского телевидения господина Hanno Vilpanen, который уже первый же день. Так что, как видите, вы, журналисты, должны быть со мной довольны. Я начинал с интервью. И, конечно, второе. Первая обязанность любого партийного работника, в том числе и первого секретаря Центрального комитета Союзной Республики, это посоветоваться с народом. Из первых дней побывал я в своем альма-матере, Тартуском университете, где встретился с профессорами, своими учителями, своими однокашниками. Был
у партийного актива, встретился с рабочими и так далее. Так что примерно так оно и началось. А вы знаете, есть одна болезнь, здесь Лаура Гару говорит, которая неизлечимая. Это ностальгия. А после этого, когда я очень долго уже не был дома, тогда же первым делом, конечно, низкий поклон родной земле. Вот это такое мое начало. Business Week журнал. Не могли бы вы объяснить некоторые аспекты республиканского хозрасчета? Каковы будут экономические отношения Эстонии с Госпланом? Будете ли вы отвечать перед Госпланом? Будет ли Москва диктовать вам, что производить? Будет ли диктовать? Это зависит от нас, будет диктовать или нет. Это премьер-министр отвечает. Значит, если добавить уже сказанному академиком Бронштейном, то я бы хотел добавить, что республиканский хозрасчет – это комплекс мер, не только экономических, но в том числе и социальных, и культурных, которые все базируются на экономике, на эффективности этой экономики. Поэтому необходимо соизмерять свои доходы со своими расходами. То есть, другими словами, действовать в пределах производимого национального дохода. Это, так сказать, главное. Над этими проблемами сейчас работает наша наука с тем, чтобы отработать все блоки состава вот этого хозяйственного расчета как метода хозяйствования, в том числе нормативного метода составления бюджета уже на предстоящие годы, а конкретнее уже на 1990 год, который составляется уже на нормативной основе. Одновременно отсюда проводится уже сейчас целый комплекс составных частей этого хозяйственного расчета, например, как оптовая торговля средствами производства уже с этого года, хозяйственный расчет на уровне всех наших предприятий, которые уже сейчас по промышленности дают около 80% продукции, а с будущего года все производственные отрасли будут переведены на хозяйственный расчет, проведенная реформа заработной платы и так далее, в том числе внешнеэкономические связи, которые республика осуществляет самостоятельно сейчас со всеми зарубежными странами, кто на это готовы. Что касается относительно наших связей с Госпланом Союза, то бесспорно они сохраняются ввиду того, что Госплан Союза как планирующий орган, центральный орган социалистического метода хозяйствования бесспорно остается. Но в пределах составления или разработки структуры производства и потребления с одной стороны и взаимосвязи с другими союзными республиками, в основе которых должен быть тот же эквивалентный обмен, о котором уже говорил академик Бронштейн. Секунду, уважаемый, здесь у меня вопрос. Помогает ли вам ваш дипломатический опыт в работе по руководству перестройки в Эстонии? Я думаю, что любая профессия в ходе перестройки сыграет положительную роль. Думаю, что мы в ходе перестройки должны быть все как своеобразные энциклопедисты. Если коротко отвечать, конечно, помогает. Видел мир, видел разных людей, видел разные ситуации. Естественно, это помогает. Значит, кроме этого, что сейчас в Эстонии уже производит, у нас идет разработка на то, что перейти на более наукоемкую производство, значит, новых технологий по биотехнологии, радиотелемеханике и так далее.
И поэтому у нас ведется сейчас работа с союзными организациями и зарубежными, чтобы уже в Эстонии в ближайшие годы уже начинать работу типа технополиса. И думаю, что переход Эстонии на более наукоемкое производство тоже необходимо при республиканском расчете. Раймар? Скажите, пожалуйста, какие пункты, по вашему мнению, должны содержаться минимально в новой резолюции по международной отношениям? Международным или Межнациональные отношения. У нас и с нашей делегацией принимали участие в обсуждении проекта данной резолюции конференции. Гамма межнациональных отношений очень богатая. И в этом смысле там много параметров. Об одном, об экономике мы уже говорили. Естественно, там целый комплекс вопросов, потому что, естественно, национальная культура, национальный язык, национальная традиция могут развиваться успешно только в национальной республике. Возникают другие проблемы межнациональных отношений, потому что любая из наших республик многонациональная. Как гарантировать права всем в рамках Конституции на национальной территории? Какие должны быть взаимоотношения? Какая должна быть отношение к национальной культуре, как я уже сказал, к национальному языку и так далее. Все эти вопросы в одной или другой степени находят обсуждение и потом уже фиксация постановлений, то есть резолюции нашей конференции. По этим вопросам в ходе уже дискуссий на конференции было очень много вопросов, но основные я вам уже называл. Я хочу только одно добавить, что от нашей делегации в комиссии по выработке проекта резолюции по национальным отношениям представляет нашу делегацию председатель Союза художников нашей республики Энн Пылдрос, который, наверное, сейчас где-то заседает, так как он тоже должен был прийти сюда на эту встречу. И как вы видите, он не мог сюда приехать. Несколько слов я хотел бы добавить в области национальных отношений в самой республике, в том плане, что у нас республика небольшая, а проживает там довольно много национальностей. Так вот, начали мы с республиканского хозрасчета. Так это не только экономическое, так сказать, момент, который стимулирует как-то развитие в экономическом плане республики, но он и стимулирует развитие межнациональных отношений. Дело в том, что часть предприятий у нас находится, так сказать, которые подчиняются, если проще сказать, Москве. А часть предприятий, которые подчиняются местным органам. Так вот, когда, значит, в силу может вступить у нас, значит, вступит в силу республиканский или региональный хозрасчет, то я думаю, что многие вопросы по межнациональным отношениям будут сняты с повестки дня. Спасибо. Пожалуйста. This is Italian radio. Excuse me, can I... Итальянское радио. Извините, пожалуйста. Я хотел бы знать, в каком состоянии находятся отношения между Коммунистической партией Эстонии и Народным фронтом в поддержку перестройки. Ответ я уже дал вам. Митинг, поддержку нашей платформы организовал как раз Народный фронт, который называется Народный фронт
поддержку перестройки. И, естественно, все формы активизации политической жизни, общественной жизни, которые помогают решать революционные перемены, мы только приветствуем. И поэтому какие могут быть отношения самые дружественные? И это дает возможность людям показать свою инициативу. Это очень важно, чтобы вот сейчас очень разные люди имели реальную возможность показать свою инициативу в разных отраслях нашей жизни. И как раз Народный фронт им эту возможность даст. Я хочу только добавить. Наверное, у некоторых людей и тут присутствующих такое мнение, что это Народный фронт какая-то оппозиционная партия, оппозиционное движение или что-то такое, которое ни в какой-то рамки не входит в нашей политической системы. Он сегодня, наверное, не входит, так как это движение только родилось. Но что могу вам сказать? Возглавляют это движение, возглавляют коммунисты. Коммунисты. Это, по-моему, самый хороший ответ на этот вопрос. Плюс к тому, у нас появилось движение зеленых. Тоже там возглавляют это дело коммунистов. Зеленый номер 1 Юханаре, делегат 19-й партийной конференции. Вот это, по-моему, настоящий социалистический плюрализм, как мы понимаем. Все, кто за социализм, за перестройку, должны иметь возможность участвовать в общественной и политической жизни. Bernard Guetta, Le Monde. Did you understand in your... Французская газета «Монд». Как вы поняли, почему господин Горбачев вновь сегодня вынужден был говорить о необходимости политической реформы? А потому что этот вопрос очень важный. И дело именно в том, что возникает очень много аспектов. По этим вопросам идет очень оживленная дискуссия. И чтобы все точки зрения стали яснее, после того, как выдвигаются новые идеи, новые предложения, это совершенно естественно, что и в ходе конференции, соответственно, выступает генеральный секретарь. Excuse me. Извините, пожалуйста, моя очередь. Вы указали на меня? Я хотела бы задать вам следующий вопрос. Когда впервые сложился ваш план по установлению независимости, экономической независимости в сентябре прошлого года, было изменено партийное руководство Эстонии. Университет Эстонии и Академия наук Эстонии много работали над разработкой экономической независимости, концепции экономической независимости Эстонии. Как вы думаете, как вам удастся избежать дифференциации между различными регионами, которая имела место в Югославии? Когда вы выступали на конференции с вашей платформой, как вы были приняты и какой прием вообще вы ожидали получить перед началом конференции? Два вопроса. Может быть, я отвечу на этот вопрос. Здесь, во-первых, я должен сказать, что я пока еще не выступал в конференции, так что это еще впереди. Как реагировала конференция, какой отклик нашла идея хозрасчета, уже об этом сказали. А если уже исторический ретроспектив, тогда академик Бронштейн, в это время, когда он начинал, меня еще здесь не было. Да, значит, тут некоторые неточности я должен поправить. Значит, впервые вопрос о
территориальном хозрасчете у нас давно уже обсуждался, еще в 60-х годах, когда был совнархозы, территориальные органы управления. Так что это не новая проблема. Мы создавали и первые территориальные хозрасчетные объединения в сельском хозяйстве. Но вот в таком полном, более-менее в такой современной концепции это появилось действительно в сентябре прошлого года в тартусской газете «Эдоси», это в переводе «Вперед», где выступило, значит, тут социологи, философы, ну там даже экономист, но в основном это социологи, философы в такой общей постановочной. Западные почему-то средства массовой информации сразу появилось вот это название, которое совершенно неточное – экономическая независимость. Я, по-моему, с самого начала сказал, что сейчас вообще никто не может быть экономически независимым. Все мы зависим экономически друг от друга, и замкнутой экономики быть не может. Но хозрасчет, конечно, концепция предполагает, прежде всего мы живем как работаем, и мы хозяева своих ресурсов, но обмениваемся с другими регионами. Вот эта сторона, в этом виде идея появилась. Правда, вначале были некоторые спорные моменты, даже чуть не собственные валюты, которые поднимались главным образом на щит. Но, понимаете, вопрос мы сейчас... Больше нам важно, чтобы появился конвертируемый рубль, чем своя валюта, потому что она тоже не имеет достаточного обеспечения. И теперь вторая неточность, которая здесь имела тоже хождение, у нас после появления этой идеи не произошло изменения в вопросе партийного руководства республики. Никаких изменений не произошло. Были споры, были дискуссии вокруг концепции, были возражения. Партийное руководство довольно скоро, надо сказать, поддержало эту концепцию республиканского хозрасчета, но мы все вместе выявили, что это потребуется переходный период. Уже изменение партийного руководства, это уже не моя функция, но это произошло совсем недавно, когда уже в платформе республики сидел республиканский хозрасчет, а не экономическая независимость, как ее называют здесь. Можно я добавлю сюда? Да. Что действительно корни уходят в историю, и оно является объективной реальностью. Поэтому и первый договор на разработку научных основ хозяйственного расчета, или у нас называлось тогда региональный хозяйственный расчет, были заключены еще в 1984 году научными институтами как союзного порядка, в частности Института экономики Академии наук Союза СССР и Республиканской академии наук. Но я прошу понять, что хозяйственный расчет республики или региона в целом, оно диалектически является меняющейся функцией. И поэтому даже и в 89 году, и в 90-м году наверняка она будет претерпевать определенные изменения своей как структуре, так и функциях, так и в условиях относительно собственной реализации как в межреспубликанском, так и в взаимоотношениях с зарубежными странами. Что оно не является каким-то окостенелым, так сказать, куском нашей жизни, а именно является живым организмом. Прежде чем предоставить возможность задать вопрос, я хочу представить еще одного участника нашей встречи. Это председатель правления Союза художников Эстонской ССР Пилдраса Энна Йоханнесовича.
который как раз и вносил предложение от республики, от делегации по национальным делам, по межнациональным отношениям. Пожалуйста, я вам обещал это. Нью-Йорк Таймс. Я хотела бы задать следующий вопрос. Я слышала, что Эстония, по-моему, в прошлом году уже предложила различные организации, простите, такую форму организации труда, когда некоторым колхозникам было позволено взять в аренду 20 гектаров земли. Я слышала, что к 90-му году около 3 или 4 тысяч колхозников вызвались работать в этой форме. Но, как вы думаете, будут ли им предоставляться кредиты, будут ли им предоставляться удобрения, семена, и будет ли у них выход на рынок? Но мне кажется, что это небольшая цифра, 3-4 тысячи. Как вы можете объяснить такое небольшое количество для такой большой республики? Можно ответить на этот вопрос утвердительно. Действительно, арендной или даже выделение земли и строительство собственных хуторов было принято еще решение в прошлом году. И правительством принято решение предоставления, начиная с кредитов, удобрений, техники, в том числе частной техники, начиная с тракторов и автомашин, для вот такого, так сказать, частного сельскохозяйственного производства. Оно никак не подменяет крупное социалистическое сельское хозяйство, но во многом дополняет и решает те вопросы, которые нам необходимо на сегодняшний день решить по ускорению производства сельхозпродукции. Поэтому всячески поддерживается. Но будет ли в 90-м году их 3 или 4 тысячи, нам сегодня трудно сказать, но было бы их и 14 тысяч, в любом случае мы их полностью поддержали бы и использовали в интересах обеспечения сельскохозяйственной продукции народного потребления. Фернандо Пиньерос, радио и телевидение Колумбии. Мой вопрос господину первому секретарю, правда, у меня трудности тоже, как и у вас, были трудности с фамилиями, но у меня вопрос такой. Вы были там, в Никарагуе, и вы привыкли к двум цветам, красным и черным. Тут у вас уже появляется еще третий цвет, зеленый. Мой вопрос такой. При всем вашим многоцветной политике, для вас что считалось бы победой после окончания этой 19-й конференции КПСС, а что считалось бы поражением? Простите, я уж очень не понял последней фразы вашей. Я повторяю, у меня такой вопрос. Вы привыкли там, в Никарагуе, к очень прямым вопросам и к двум цветам, красный и черный. Сейчас говорилось еще о зеленом. Значит, это говорит о том, что у вас политика уже в республике является многоцветной. Очень много цветов, да, там. Что при этой многоцветной политике являлось бы для вас после окончания конференции, являлось бы поражением, а что являлось бы победой? Что вы считаете будет победой при приезде на родину, к себе, а что было бы поражением? Во-первых, когда вы говорите о богатой гамме цветов, что черное и красное в Никарагуа, тогда я позволю вам напоминать, что там есть еще и национальный флаг, потому что вы называли только флаг национального фронта.
Если вы уж напоминаете национальные цвета, тогда добавьте, пожалуйста, еще и венесуэльские, потому что я был в Венесуэле 6 лет послом. Если этого мало, тогда добавьте еще Тринидад и Тобаго. Я тоже там был послом. Если добавить к этому еще, что национальный флаг Советской Эстонии имеет 3 цвета, красные, синие, белые, это тоже. Тогда, если мы говорим что о традиционных национальных цветах, тогда это черно-бело-синие. Так что, как видите, гамма цветов у меня очень, очень богатая. Чем больше этих у меня, тем богаче, наверное, буду я. Энбылдрос говорит тоже, что чем больше палитр, тем богаче человек. И никакого поражения я не вижу. Наоборот, я вижу большую победу. Да-да. Простите, я думаю, что вы не поняли мой вопрос. Мой вопрос не был о гамме цветов, а при огромной гамме цветов политики в Эстонской Республике, что вы считаете будет для вас победой по окончании этой конференции, а что будет поражением для вас? Дело именно в том, что я, как островитянин, прирожденный оптимист. И как кончится конференция, я считаю, что это будет для меня, для моей партийной организации, для моей республики, как и для всего Советского Союза. И не только для Советского Союза, а для мирового сообщества, потому что решаются вопросы и мира, и решаются вопросы и разоружения. Будет только сплошная победа. Только так. 7 days and Марксизм сегодня. Лондонский журнал. Концепция социалистического плюрализма, включает ли она многопартийную систему? Видите ли возможности? Может ли движение зеленых выдвигать своих кандидатов с отдельной программой, в вашем понимании? Какова их особая роль в перестройке в Эстонии? Я думаю, вопрос представителей зеленых, она у нас здесь. И если бы я сразу сказал и начинал отвечать, как партийный лидер республики, и сказал бы, что действительно в Советском Союзе есть однопартийная система, есть руководящая роль коммунистической партии в нашем обществе. Так оно и будет. Это отнюдь не исключает политического плюрализма в разных аспектах, а как конкретно это уже наши новые общественные движения в республике, в этих наших рамках политической системы. Пожалуйста, лучше всего тогда лидер зеленых и отвечает. С удовольствием пару слов вам о нашей движении зеленых. Значит, это движение, можно сказать, родилось этой весной, в апреле, в мае. 23 мая мы принимали в Таллине проект устава. Это у меня тоже с собой. Если кто-то интересуется, могу это тоже показать. Значит, это движение. Это движение людей, которые хотят показать свою инициативу в области экологии. В нашей республике немало довольно сложных проблем насчет охраны окружающей среды. И как за рубежом, так и у нас только ведомство, министерство или там управление официоз не может решать все проблемы, которые возникнут в городах и в селах и в других местах. И у нас очень много людей, которые
хотят вот участвовать именно в этом деле. И у нас довольно большие традиции насчет охраны окружающей среды, охраны природы. Впервые в Эстонии в 1957 году принимали закон охраны природы вообще в Союзе. Так что в прошлом году праздновали 30 лет этому закону. Сделано большой труд, но надо в настоящее время уже новые формы. И нам казалось, мы имеем возможность, есть люди, которые хотят вот создавать такое движение. И мы думаем, что это движение оправдает себя только тогда, когда эти люди могут помогать решать конкретные проблемы на местах, в селах, в городах и так далее. У нас такой лозунг: действуй локально, но думай глобально. Так что надо заниматься в первой очереди местными проблемами, а надо иметь в виду, конечно, и проблемы пошире. Нельзя никогда забывать, что природная среда для нас всех, кто живут на этом планете, общая, и мы все должны это охранять. Вот такой общая картина о нашей движении. Можно еще добавить, может быть, такое, что осенью, в ноябре, собирается первый раз общеэстонский зеленый форум, и там мы окончательно утверждаем этот устав, и тогда, может быть, есть возможность сказать уже конкретную цифру, сколько людей объединяет вот это движение. Я бы еще хотел добавить, если вы внимательно слушали доклад, то тут задали вопрос, будут ли представлены в Верховных Советах другие представительства. Так вот, в докладе там как раз очень четко сказано у нашего генерального секретаря, что в новой политической структуре, которая будет, в общем-то, очевидно принята на конференции, вернее, в перспективе ее развития, то там предусматривается действительно часть мест для депутатов от других общественных организаций. Спасибо. Пожалуйста. За границу Терехов. Знаете, я боюсь вызвать гнев Николая Владимировича, но у меня не один вопрос. Я его попытаюсь объединить в один. А мы не будем отвечать просто. Хорошо. Я тогда сделаю один вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, возможно ли переход на этот экономический хозрасчет при отсутствии реальной системы цен, то есть до реформы ценообразования? Насколько я знаю, в Москве экономисты и в Тарту по-разному считают, кто кому что должен, кто за что должен, так сказать, платить. В чем здесь разница? Согласны ли с вашей системой хозрасчета республики все национальности, проживающие в республике, не затронет ли какую-то из национальностей, из тех, которые, по крайней мере, мигрантов, это переход на вопрос. Хозрасчет? Все, это все вместе. Я могу ответить. Потом. Вы затронули действительно первые и ключевые проблемы перехода на республиканский хозрасчет. Мы говорим, это проблема прежде всего взаимовыгодного эквивалентного обмена. Наши природные условия таковы, как Голландия, Дания, для продукции животноводства выгодны. Производство того же зерна у нас дороже. Нефти у нас, к сожалению, нет, а может, к счастью, Бог его знает. Да. Поэтому мы должны продавать и покупать.
мы можем, наверное, еще больше продавать этой продукции, если будет взаимовыгодной. Радикально решается при радикальной реформе цен. Но нам кажется, что надо уже сейчас некоторые вопросы решать до радикальной реформы цен. Я вот направил как письмо наш Госагропром по вопросу цен, я там член рабочей группы, где мы откровенно ставим некоторые вопросы. У нас ценообразование находится тоже в руках ведомств. Агропром и Госкомцен устанавливает. Причем это настолько запутано, что никто не знает, по каким ценам он в конечном счете продаст. В порядке. Вы вот, наши заграничные коллеги, это понятно, насколько это важно знать, по каким ты продаешь и по каким твой сосед. Но вы, как по вопросу вы москвич, я вам сразу скажу, что у нас система зональной дифференциации, всяких надбавок, скидок и прочее. У нас основная продукция молоко, молочная продукция. Мы продаем литр молока в союзный фонд по 34 копейки, а московские совхозы и колхозы по 46 копеек. Это данные 1986 года. Ну, объясните. Природная зона специализации одинакова. Так ведь? Дальше покупаем фондообеспеченность примерно одинаковая наших имеем. Причем мы в основном эти фонды покупали. Здесь больше финансирования было. Дальше идет вопрос, если покупаем мы все по тем же ценам, как москвичи. И зерно, и топливо, и стройматериалы, и прочее. Мы не можем объяснить нашему крестьянину. И, кстати, это запутано так, что даже в Совмине Союза не полностью информировано, как складывается цена. Мы считаем, что надо уже сейчас распутать это дело. Если Госагропром должен накормить, он должен установить цену, по которой он готов покупать, и мы посмотрим, выгодно ли нам по этой цене продавать в госзаказ, или же мы пойдем на прямой обмен с южными регионами, дадим им сыр и купим белковые надбавки. Ведь как это стоит вопрос. И я вам сразу же скажу, что это проблема, где соприкасаются все интересы любого населения. Это ответ на вторую половину вашего вопроса. Мы сейчас думаем провести реформу розничных цен. Мы хотели бы ее провести в республике раньше. Принцип очень простой. Всю дотацию отдать одинаково каждому жителю республики, а цены повысить. Но дотации у нас суммы получается гораздо меньше, потому что мы продаем по низкой цене нашу продукцию. И по сравнению с той же Московской областью у нас получится дотации при раздаче в 2 раза меньше. И пострадает тут не только эстонский крестьянин, но и любой житель населения. Повысятся цены розничные, а дотации он полностью не будет компенсации. Поэтому все эти вопросы и ценообразования, республиканского хозрасчета, и, кстати, защиты природной среды, самая тяжелая обстановка у нас на северо-востоке республики, где значительная часть, а в ряде местах, большинство русского населения. И эстонские ученые, интеллигенты, поднявшие вот знаменитое фосфоритное дело, вы, наверное, слыхали, защищали не только эстонцев, а защищали все население республики. И Народный фронт объединяет все население республики вне зависимости от национальности. Поэтому, решая экономические проблемы, вот как правильно
уже было сказано моим коллегой, решаем мы одновременно, нормализируем и межнациональные. Никто не скажет, что Союзу ведь идет спор. Кто-то больше дал, кто-то больше получил. Одни считают... Ведь когда считают по ценам по 34 копейки, выходит, что мы не додаем, а больше получаем. А если по цене 46, мы даем гораздо больше. Значит, все эти споры кончаются. Что надо с Союзом, мы прямо финансово участвуем в программе и нормализуем внутри национальные отношения у себя республики. Вот ответ на ваш Можно вопрос. добавить еще один аспект. Общереспубликанский хозяйственный расчет, вот о чем идет речь, бесспорно очень сильно связан как раз с ценами, о которых говорил сейчас академик Бронштейн. Но я бы хотел привести вторую, так сказать, сторону вопроса, которая как элемент этого хозрасчета может быть уже сегодня внедрен и внедряется, и мы бы пригласили более широко его использовать. Это международные связи, международные экономические связи. У нас уже действует десяток совместных предприятий с Финляндией, с ФРГ, но, к сожалению, как раз их очень мало нашими друзьями социалистическими странами и другими странами Балтийского бассейна. То я бы использовал эту возможность сейчас и пригласил через журналистов как раз коммерсантов, промышленников участвовать в этих совместных предприятиях и, создавая их в Эстонии, получая отсюда взаимную выгоду и развивая, в общем, экономику. Так, прежде чем задать последний вопрос, я хочу сделать маленькое объявление. Как вы знаете, у нас намечена еще встреча с делегатами от Азербайджана. Они уже здесь находятся, поскольку мы вышли из графика. Это первое объявление. Второе объявление. Вы будете иметь возможность, мы маленькую паузу организуем, вы можете подойти к любому из делегатов от эстонской партийной организации и взять эксклюзивное интервью, задать какие-то вопросы. А сейчас, пожалуйста, вы хотели задать вопрос, по-моему, да? Агентство «Франс Пресс». Мне непонятно, от чего митинг Народного фронта не освещался в центральной прессе. И можете ли вы, значит, ваше мнение дать и сказать, какие конкретные шаги необходимы до такого освещения в Москве именно? Вы, наверное, так-то не очень внимательно, простите, читали газеты, потому что следующий день в «Правде» появилось это самое сообщение об этом. И дело именно в том, что, конечно, мы заинтересованы. И наш журналистский корпус в этом смысле как раз и работает, чтобы это самое шире освещать все, что состоится именно в республике. Так что об этом этот самый Юганары может сказать еще, если я что-то забыл. А как в республиканской печати, которая идет не только в республику, а это идет все союзные республики, в том числе и в Москву, но там было это освещено очень и очень широко. Я дополню. В программе «Время» тоже нашей самой главной программе информации «Время» был кусок, где был показан это 100 тысяч и делегаты 19-й партийной конференции от нашей республиканской партийной организации. Я ваш вопрос понимаю. Действительно, не хватает информации о событиях в нашей республике, И если эта информация иногда будет, это довольно поздно к вам будет дано. Так что мы организовали, например, и здесь встречи с журналистами центральной прессы. Мы были в редакции газеты «Известия». Позавчера у нас был очень интересный разговор, встреча с журналистами агентства ТАСС и так далее. Так что, я думаю, такие встречи и разные такие меры, которые мы
хотим предпринимать, и эту проблему в ближайшем будущем решают, что информация будет больше и оперативнее. А добавим к этому, уважаемые журналисты, уважаемый журналистский корпус, пожалуйста, Советская Эстония в вашем распоряжении. Приезжайте, посмотрите на месте. Вы будете желанными гостями. Будем с вами беседовать сколько. А теперь позвольте еще от имени моих коллег еще раз сказать вам большое спасибо за оказанное внимание и терпение организаторам этой пресс-конференции. Огромное спасибо. Спасибо вам, участникам. Я была там. Я из Болгарии, корреспондент. Писала не раз. Надо было ответить, там один во-первых, это функция и вся страна завтра начнет приходить не может. Мы понимаем это дело. Конечно, Эстония не прокормит всю страну, как вы понимаете, но готовы пойти на помощь и части мигрантов, которые об этом писали. Значит, первый момент именно то, что не все. Вот, например, мы провели, скажем, реформу заработной платы еще в прошлом году всей производственной сферы. Страна-то еще не провела. И только будет. Найдите 7 мая газету «Советский Союз». Кто? Ну, очень интересно. Но номер у меня комнаты такой. 324. Да. Хорошо. Да. Это выход к памятнику Карла Маркса, вы там, да? Нет, это выход к музею Ленина. Музей Ленина. Да. До этой пресс-конференции познакомился с платформой и считаю, что это наиболее подготовленная делегация для обсуждения тех вопросов, которые поставлены перед конференцией, перед делегатами конференции. No pressikonverentsis ma tean vähe, sest nagu te võib-olla märkasite, ma tulin siia alles päris lõpuks. Ja. Ma loodan, et selle aja järgi vaadates inimesi saalis ja küllaltki nii huvitatud nägusid, siis tundus, et läks küll vist. Ja see, mis toimus pärast laval, see on väga sümptomaatiline, sest ma olen siin väga paljude pressikonverentsidel olnud. Ja ma olen näinud taolisi asju ainult 2 korral. Üks kord oli siis Teatriliidu ja Kunstirahva koosolek siin terve üleliidulise esindusega, aga nüüd meil. Mis jäi ütlemata? Ma nüüd pean hakka mõtlema, siin on nüüd kõikide nende päevade jooksul nii palju öeldud igasugust asju, et ma kohe ei suudagi mõelda, mis on veel ütlemata. Sest on öeldud on kõiki. No ma ei tea, mul on raske öelda, sest ma ei tea, mida teised ütlesid. Mida siin räägiti? Samas võtmes just oligi see algus ka täpselt niisamuti, et kõige rohkem tunti huvi selle majanduse mehhanismi. No ma usun, et see on kõige olulisem. See on kõige tähtsam, eks ole. Muidugi ma oleksin tundnud suurt vaimustust rääkida Eesti kultuurist ja tema suurest õitsegust, eks ole. Aga ma usun, et tõesti praegu need küsimused, mis puudutavad majandust, mis puudutavad meie isemajandusprogrammi, meie praegu poliitilisi sündmusi. Noh, nagu ma isegi ju praegu, palju kui ma viimasel kunstiga olen tegelenud, ma kõik ajan poliitikat rohkem ja loodan kõige rohkem muidugi sellest, et ma saan nüüd loobuda sellest asjast ükskord ametigi. Selge, aitäh teile. Очень открытие людей, очень важные события, что происходит в Эстонии. И я думаю, что это модель для всего Советского Союза. Это Народный фронт. Что не нравился? Чем вы недовольны пресс-конференцией? Я был совершенно доволен. I'm extremely interested and I'm very eager to go to Tallinn. I would like to go this weekend because Я бы хотел теперь после этого поехать в Таллин. have time more. And I want to go and see whatever I can learn for Я myself бы хотел on приехать и the увидеть spot своими собственными глазами, что творится, что происходит, особенно на земле. about these issues that I think are very important. И я считаю, что эти вопросы, которые обсуждались на пресс-конференции, очень важны.